Более сотни ребят собрались в этом зале. У каждого одна цель – помочь своей команде одержать победу среди сильнейших участников. Задания подготовлены специально для этих соревнований. В полуфинале принимают участие 33 команды со всех школ республики, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Это уже, получается, их третье по счету состязание. До этого они проходили интенсивы у себя в школах, потом у них было онлайн-соревнование на нашем сайте, и сейчас мы отобрали 33 лучшие команды, и они встречаются здесь, в полуфинале. И им предстоит снова показать свою смекалку, креатив, проявить свое логическое мышление, и лучшие 15 команд отправятся в финал. За каждым столом по 5 человек. Члены команды InGym уже ранее принимали участие в подобных конкурсах, поэтому в своей победе не сомневаются. Мы работали, мы просто вот эти горели этим желанием, все заинтересованы были, все просто вот там вот огонь из глаз, сердце колотится, все, я уверен, победим, это 100%. Федеральный проект «Код будущего» совместно с мобильным электронным образованием позволяет ученикам старших классов погрузиться в программирование и изучить наиболее востребованные языки как с нуля, так и с базовой продвинутой подготовкой. София Гайтукиева принять участие решила спонтанно. Девочка и подумать не могла, что проект будет настолько масштабным. Подала заявку, далее мне пришла ссылка с заданием, которое нужно было приходить. Я немного удивилась, подумала, неужели все так серьезно. Пришло задание, и вот далее мы проходили обучение, потом квесты, мы решали задания, и вот теперь наша команда здесь. Подобные проекты помогают подрастающему поколению расширить образовательные возможности, а также получить дополнительные знания в IT-сфере. Это привлекает внимание к IT-индустрии как таковой. В Ингушетии это не очень развито, и мы пытаемся как-то популяризировать саму индустрию. А второе – это то, что у них появляется возможность объединиться в какой-то маленький коллектив и работать как команда. Это развивает их социальные навыки. Ну и, собственно, они прокачиваются именно как программисты, то есть получают какой-то практический навык. Команда «Матрица» на конкурсе в числе сильнейших. Во время дистанционного обучения ребята готовились максимально усердно. И сегодня они настроены на победу как никогда. Мы решили проверить, на что мы способны, чему мы научились за эти полгода, ходя на код будущее, и проверить наши возможности, как мы сможем соревноваться с другими участниками и узнать, познакомиться с другими людьми, узнать, что они могут. Я уверен, что мы одержим победу, потому что у нас очень сильные, умные участники, да, особенно я. Региональный координатор проекта «Передовые информационные системы», а также мобильное электронное образование надеются, что курсы станут дополнительным стимулом для школьников, стремящихся связать свою деятельность с этой профессией. Финал пройдет уже через 2 недели. Принимая участие в таких масштабных проектах, школьники получат углубленные знания и навыки в области программирования, которые помогут для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, а также для участия в олимпиадах. Малика Измайлова, Джамалейл Султыгов, Новости 24.